Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел переговоры с главой РЖД, Дни туркменской культуры пройдут в Республике Корея, в Дашогузе открылся клуб ЮНЕСКО, успехи туркменских спортсменов и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров во время встречи в Ашхабаде в понедельник обсудили вопросы модернизации и электрификации железных дорог. Глава государства отметил, что в стране созданы благоприятные условия для эффективного функционирования логистических коридоров и пожелал делегации РЖД, прибывшей в Ашхабад с визитом, провести продуктивные переговоры с туркменскими партнерами, выразив уверенность, что итоги встреч послужат развитию двустороннего сотрудничества в области транспорта. В городах Республики Корея Сеуле и Чонбу с 29 по 31 марта состоятся Дни культуры Туркменистана. В рамках культурной акции будут организованы различные выставки, совместный концерт туркменских и корейских мастеров искусств, показы туркменских кинофильмов и многое другое. В Туркменском сельскохозяйственном институте в Дашогузе открылся клуб ЮНЕСКО под названием «Защита окружающей среды. Важная концепция устойчивого развития». Клуб объединит единомышленников из числа студентов, аспирантов и преподавателей под эгидой ЮНЕСКО по участию молодежи разных стран в совместных тематических форумах и семинарах, научно-образовательных и природоохранных инициативах. Сеть гончарных мастерских в Ашхабаде «Студио Керамик» в воскресенье организовала благотворительный мастер-класс. В занятии участвовали особенные дети, подопечные общественной организации «Янме». На творческий мастер-класс пришло около 35 ребят в сопровождении родителей и близких. Всем очень понравился процесс творчества. Дети лепили из глины различные фигурки, развивали воображение. Начиная с 29 марта вносятся изменения в маршруты городских автобусов номер 40 и 113, курсирующих по Ашхабаду. Они продолжат свое движение по улице Гераглы и пересекут улицу Таслама. Далее направятся в северную часть столицы в сторону жилого комплекса Гуртлы. Азербайджан с 28 марта снимает все ковидные ограничения для прилетающих в страну самолетами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов. Теперь все иностранцы могут въезжать и выезжать из страны воздушным транспортом. Для въезда не потребуется сертификата вакцинации или наличия иммунитета. Также сертификат не будет нужен для междугородних поездок, посещения гостиниц, заведений общепита, торговых центров и спортзалов. Компания Hyundai представила обновленную Sonata, которая выйдет на рынок в 2023 году. Дизайн нового автомобиля выполнен в фирменном стиле современных моделей Hyundai. Особенностью седана стали объединенные светящиеся полосой фары и фонари. У новой версии Sonata также переработан салон. Интерьер получил два 12 и 3-дюймовых дисплея, цифровой панели приборов и мультимедийной системы, объединенных в единый модуль. Ферхат Бахтияров из Туркменистана завоевал серебро на первенстве мира по тяжелой атлетике в Албании в весовой категории до 61 килограмма. 16-летний ученик Ашхабадской спортивной школы «Олимп» Ферхат Бахтияров по сумме двоеборья показал результат 258 килограммов. Победил филиппинец Альберт де лос Сантос с результатом 259 килограмм. В Москве завершился международный турнир по самбо. Соревнования собрали спортсменов из 10 стран, которые оспаривали призы в 7 весовых категориях среди мужчин, женщин и по боевому самбо. Конкуренцию членов сборной Туркменистана составили самбисты из России, Республики Корея, Киргизстана, Белоруссии, Узбекистана, Армении, Китая, Таджикистана и Марокко. По итогам двухдневного турнира команда Туркменистана завоевала 5 медалей, из них 1 золотую и 5 бронзовых. Пресс-служба английского Тоттенхэма объявила об отставке итальянца Антонио Конте с должности главного тренера клуба. В заявлении клуба сообщается, что контракт с итальянским специалистом разорван по обоюдному согласию сторон. До конца сезона шпорами будет руководить Кристиан Стеллини и Райан Мейсон. Антонио Конте тренировал Тоттенхэм с ноября 2021 года. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.